Добрый день, уважаемые участники, спикеры нашего семинара. Мы рады вас приветствовать на нашей площадке. Наша площадка называется «Повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс». Работа нашей площадки невозможна без наших спикеров. Позвольте мне их представить. Это значит Раил Римович Хусамов, кандидат экономических наук, доцент кафедры Казанского федерального университета, сертифицированный специалист по ассессменту, бизнес-тренер, руководитель регионального жюри Олимпиады школьников по обществознанию и избирательному праву. Сфера научных интересов, финансовая грамотность, стратегические сессии и форсат-сессии. Следующий у нас второй спикер – это Олеся Николаевна Хохрякова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Холмогорской средней общеобразовательной школы. С 2016 года данная школа является региональной пилотной площадкой по реализации агробизнес-образования в Иркутской области. И хотелось бы представить третьего спикера. Он к нам чуть позже подойдет. Это Александр Викторович Аверин, кандидат психологических наук, руководитель Центра научно-методического сопровождения программ и проектов в области образования Коми-Республиканского института развития образования. Раил Римович, мы вам первым предоставляем слово. Вы можете начинать ваше выступление. Спасибо. Спасибо, Людмила Леонидовна, за предоставленную возможность участвовать в том представительном форуме, международном семинаре. Целью моего выступления, я сейчас скажу точно, который я заявлял, она звучит следующим образом. Это опыт развития олимпиадного движения в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на примере обществознания. Я расскажу в рамках того регламента, который мне предоставили организаторы, и, возможно, этот опыт, может быть, кому-то будет интересен, и по возможности отвечу на те вопросы, которые будут у наших уважаемых коллег. Времени у меня достаточно немного, поэтому я не стал готовить специальную презентацию, чтобы не отвлекать времени, и поэтому просто расскажу, и в рамках этого у нас и, возможно, получится какое-то вот такое профессиональное взаимодействие. Коротко скажу о профессиональной проблематике. Дело в том, что обществознание является достаточно сложной комплексной дисциплиной. Если среди нас есть коллеги в этой сфере, они подтвердят. Дело в том, что если сравнить обществознание, допустим, с отдельными направлениями, просто право, экономика, физика, математика, обществознание – это достаточно тяжелый путь для олимпиадного движения школьника. Почему? Потому что он включает в себя несколько направлений. Здесь можно отметить и философия, и социология, и логика, естественно, экономика, право, политология, отчасти культурология. То есть есть достаточно сложный такой комплекс дисциплин, который, например, на уровне вуза изучается отдельно. И поэтому вот участие школьников, обучающихся в обществознании, требует, конечно, очень серьезной такой комплексной подготовки. И когда я встречаюсь со школьниками в рамках учебно-тематических сборов, мы всегда об этом говорим, обсуждаем. И я говорю слова восхищения и благодарность за то, что они выбирают этот достаточно сложный путь. Так вот, спецификой подготовки является то, что все равно кто-то на чем-то специализируется. Есть дети, школьники, которые выбирают и, соответственно, ищут такой правовой аспект. То есть они специалисты где-нибудь по праву. Я иногда вижу, они прям носят с собой Конституцию, более-менее разбираются, допустим, в каких-то кодексах. Либо у них, например, конституционное направление, либо, например, гражданское направление. Это один путь. Есть экономический путь, то есть они больше изучают экономические и финансовые аспекты. Кто-то силен с точки зрения социологии, политологии, читает первоисточника, Екатерина Сорокина и других
соответственно, наших классических авторов. Так вот, все это вместе говорит о том, что подготовка вот к Олимпиаде обществознания она требует достаточно больших усилий, поскольку существуют определенные этапы, то есть это школьный этап, муниципальный этап, региональный этап и, соответственно, уже потом вот на всерос выход. Мы практикуем следующие, так скажем, подходы, и я вижу определенные есть дефициты в этом. Таким образом, мы пытаемся вот разрешить такие дефициты. Ну, во-первых, есть разные форматы проведения олимпиад. Проводятся олимпиады отдельно для кадетов, для кадетских школ. И, соответственно, задания не меньшего уровня качества, не меньшего уровня сложности, но кадеты соревнуются отдельно. И на этом тоже можно отдельно остановиться, если будет немного времени. Так вот, проведение учебно-тематических сборов как возможность, да, возможность подачи материала, особенно от разработчиков заданий, как мы видим, и это приносит определенную большую пользу. Почему? Потому что мы, как члены жюри, видим те типовые ошибки, какие совершили предыдущие поколения, а в некоторых случаях мы видим и тех же детей, которые участвовали. То есть, если школьник начинает свое восхождение, так скажем, если сказать таким низким термином воспользоваться, олимпиадное движение, то есть 8 класса решает задачи, потом он последовательно идет в 9, мы с ними встречаемся и каждый год обсуждаем вопросы, связанные, вот, соответственно, с олимпиадным движением, я имею в виду по задачам общества знаний. Всегда достаточно сложно решаются задачи юридического и экономического плана. Несмотря на то, что школы эти вопросы изучают, в некоторых случаях дополнительно готовятся к олимпиадным заданиям, здесь возникает множество таких достаточно сложных подводных камней. Почему? Потому что задания, они не повторяются, поэтому те задачи, которые возникают, они иногда отражают и в том числе современные тенденции в современной жизни экономической, и это может вызывать определенные трудности. Мы пытаемся на учебно-тематических сборах фактически решать задачи, которые были на предыдущем году, позапрошлом году, посмотреть типовые ошибки, и в рамках этого, соответственно, у них появляется определенная компетенция, или, по крайней мере, навык, как решать эти задачи. При формировании команды педагогов, которые у нас выступают на тематические сборы, мы используем несколько подходов. Мы пробовали и универсализм с точки зрения того, что и, так скажем, эксперт рассказывает при решении задач разного уровня. Но в последнее время мы пришли к специализации, и, соответственно, вот последний раз мы привлекали специалистов по логике, и школьники были очень довольны, поскольку вот вузовский преподаватель по логике им раскрыл такие возможности, и, собственно говоря, то, что, возможно, и не дают в школе по логике, но дают возможность более, я бы сказал, технологично решать задачи логического плана. Не могу сказать, что они являются очень сложными, но, с другой стороны, они не являются сложными для нас. А для обучающихся они вызывают определенные проблемы, и поэтому вот в данном случае логические задачи являются частью задания по обществознанию. Но, к сожалению, учебно-тематические сборы не могут принять всех желающих. То есть формат этих встреч, конечно, ограничен. Поэтому мы также практикуем и возможные выезды, так скажем, по определенным районам, в рамках которого районное управление образованием определенной, так скажем, последовательностью собирают как учителей, так и школьников. И мы, соответственно, в том числе вот я, мы доносим ту информацию, которая, на наш взгляд, является актуальной. Актуальной при подготовке вот к олимпиадам, в данном случае вот по обществознанию. Также был опыт проведения, ну, это было единственное
пока первая, скажем, всероссийская олимпиада по избирательному праву, которая проводилась в нашем регионе. И вроде бы учредители говорят о том, что она будет уже и в будущем дальше происходить. То есть она была в таком дистанционном формате, а сейчас она станет в очном формате. Что касается вот избирательного права, здесь можно сказать, возможно, у нас был определенный опыт, я имею в виду положительный опыт в плане проведения деловых игр. Мы это первый раз проводили. Ну вот живое общение со школьниками показало, что этот формат он был интересен. То есть не простое чтение такого, скажем, урочного формата или лекций, посвященных вопросам избирательного права, но на уровне деловых игр мы давали задания, связанные с, скажем, по плоскости избирательного права предвыборных программ, каким образом это можно донести и разработать. И вот это получилось достаточно живое общение, и школьникам это понравилось. И, собственно говоря, потом это мы проводили предварительные учебно-тематические сборы при подготовке к Олимпиаде по избирательному праву. И потом по результатам было видно, что они уже достаточно спокойно, по крайней мере, понимали, о чем идет речь. Некоторые задания и в области избирательного права, и в области обществознания, они несут в себе задачи творческого характера. То есть у них нет однозначного ответа. Это подготовка таких работ в формате эссе. А на заключительном этапе это эссе нужно проговорить, то есть выступить, соответственно, с определенным своим посылом, пониманием, как решить ту или иную социальную или политическую задачу актуальную. И в рамках этого возникают, конечно, вот определенные трудности. Мы столкнулись с этим, и поэтому у нас есть определенный цикл занятий, посвященный тому, как сформировать собственное выступление, как расставить акценты, привлечь в том числе вот слушателей, а в будущем, если он выходит на уровень всероса, соответственно, у него нужно привлечь экспертов. В рамках этого, конечно, вот развитие компетенции коммуникации, и вот риторики, она вызывала у нас достаточно серьезную дискуссию. Мы пришли к пониманию, что это тоже важно. И с позиции это было и избирательного права, и, соответственно, вот с позиции обществознания. В целом могу сказать, что есть, конечно, определенные такие особенности. Не знаю, подтвердите, коллеги, или нет. Иногда бывает в образовательных организациях такой небольшой актив, так скажем, учеников, активно в том плане, что они участвуют не только в одной Олимпиаде, но и во многих других. То есть они такие универсальные, дают возможность в школе получать определенные бонусы от участия школьников, учащихся школы по различных олимпиадах. Конечно, есть специализированные олимпиады, в которых, ну, скажем, если математик и, допустим, или физик, конечно, он маловероятно, что будет участвовать во многих других. Но все-таки вот мы столкнулись с тем, что в какой-то момент эта команда активных активистов олимпиадного движения заканчивает школу, они уходят, и, соответственно, происходит определенный временной провал с точки зрения участия школы вот в олимпиадах. Поэтому рекомендуется, и многие наши школы они пользуются этим, используют такой командный формат, то есть обучение и подготовка происходит разновозрастных школьников, в рамках которого более старшие товарищи, которые уже прошли определенно, имеют опыт олимпиадного движения, они подсказывают, или, по крайней мере, в рамках этого такого горизонтального общения, школьники, которые еще не участвовали в олимпиадах, у них, соответственно, меньше такого психологического барьера, они знают основные требования по поводу времени, как сконцентрироваться, быстро ответить, как проверить свои задания, какие задания в принципе бывают, как нужно распределить свое время, то есть
тем временем, которое дается на более сложные, на более простые задачи. И вот это имеет определенный, так скажем, положительный результат. Я постарался достаточно в короткий промежуток времени изложить некоторые такие свои соображения. Если будут вопросы, я готов ответить. Да, спасибо большое, Раил Римович. У меня к вам есть вопрос, так как мы с вами коллеги, можно сказать, Центр сопровождения олимпиадного движения. Вот смотрите, задача вообще Олимпиады, да, именно на школьном уровне, это большой охват детей, да, большое количество детей, чтобы участвовать именно на школьном уровне. Вот скажите мне, мне тоже интересно, вот как можно замотивировать, мне тоже надо, детей именно с низкими показателями для участия в Олимпиаде. Вот как их можно к этому привести? Можете что-то, как член регионального этапа? Спасибо. Угу. Могу сказать, что, конечно, наша задача является несколько иного формата, да, то есть мы как разработчики заданий и, соответственно, уже потом организаторы регионального проведения этапа Олимпиады. Но эти вопросы нас тоже волнуют, поскольку мы тесно сотрудничаем с Республиканским олимпиадным центром. Так вот, есть сейчас современные формы, которые нравятся молодежи, нашим школьникам. Это так называемые разные формы есть. Например, квиз. Да, я думаю, слышали. Квиз – это особая такая викторина, которая дает возможность, да, в данном случае относительно Татарстана скажу. В этом году мы празднуем 100-летие Татарской автономной социалистической республики. У нас есть такая, как бы, девиз этого года 100 лет ТАССР. Слышно меня, да? Да. Ага. Так вот, последний раз я выезжал в одну школу, в которой мы проводили как раз это мероприятие. То есть собрались команды было 2 команды из кадетских школ и школы, которая принимала. Ну, в общем, вот ближайшие школы собрали. И вот это неформальное общение с точки зрения квиза. То есть я задаю вопросы, и в течение короткого времени они пытаются найти ответ. Вопросы достаточно непростые, то есть их нет в учебниках. И поэтому вот это погружение, прям вот чувствуется, они горят, спрашивают, интересуются. И в рамках этого появляются вот такие искорки, знаете, желания. Потом и, соответственно, с учителями я уже имел беседу, учителя говорят, они нас, говорят, закидывают вопросами, где это можно найти. То есть у них появляется вот этот интерес к пониманию, во-первых, не просто учебник обществознания, да, а к дополнительной литературе, в рамках которой где-то это можно будет найти. Ясно. Спасибо вам большое, Раил Римович, за ваше выступление. Сейчас я хочу дать слово Олесе Николаевне. Олеся Николаевна на связи? Да? Олеся Николаевна, вы на связи? Да, я слышу вас. Добрый вечер. У вас уже вечер. Мы рады вас приветствовать, Олеся Николаевна. Мы вам предоставляем слово с вашим выступлением. Спасибо. Здравствуйте еще раз. Хочется поблагодарить за предоставленную возможность принять участие в вашем вебинаре в таком, поделиться опытом по теме включения проектной деятельности в урочную и внеурочную деятельность в рамках реализации непрерывного агробизнес-образования Иркутской области. Я представляю небольшую сельскую школу. В нашей школе в данный момент обучается 146 обучающихся. Данное направление по агробизнес-образованию мы начали... Так, не включила. Мы начали с разработки модели Агрохом. В нашей школе послужила концепция развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области, согласно которой существует необходимость создания инновационной общеобразовательной школы сельского типа
сочетающий учебный процесс, эффективное трудовое обучение и воспитание, формирующее обучающихся комплексов профессиональных и предпринимательских компетенций в сфере агропромышленного комплекса. В рамках расширения социального партнерства мы заключили соглашение с представленными на слайде организациями высшего и среднего профессионального образования, крестьянско-фермерскими хозяйствами. Хочется отметить, что все главы крестьянско-фермерских хозяйств являются выпускниками нашей школы. В первую очередь, данная программа была рассмотрена на заседании управляющего совета школы с приглашением представителей администрации, родителей, педагогов и социальных партнеров школы, которая получила положительные отзывы и поддержку. Таким образом, перед коллективом стала проблема повышения качества обучения и воспитания в условиях интеграции агробизнес-образования в урочную и внеурочную деятельность. В целях повышения качества 4 методических объединения работают над введением и применением эффективных технологий, методов и приемов, которые позволяют реализовать данное направление. Так как в нашей школе рассматривается интеграция агробизнес-образования в урочную и внеурочную деятельность, нами разработано и утверждено положение о проведении метапредметных недель. За последние 3 года организованы и проведены метапредметные недели, такие как «Мы славим труд, чьи руки пахнут хлебом», «История села Холмогой в лицах, цифрах и датах», «Пчелы и пчеловодство». Хочется отметить, что все запланированные мероприятия нацелены на выполнение общих целей и задач. Это профориентация обучающихся через знакомство с представителями профессии сельского хозяйства, рассмотрение основ растениеводства и животноводства через интеграцию предметных областей, воспитание уважения к труженикам сельского хозяйства. За 3 года педагогический опыт подтверждается результатами Всероссийской научно-практической конференции «Инновационная деятельность в школе от теории к практике» в номинации «Инновации в образовательном процессе сельской школы», где представляли опыт по темам «Метапредметные недели как способ достижения метапредметных результатов агробизнес-образования в сельской школе», «Проектная деятельность в учебно-воспитательном процессе как способ достижения планируемых результатов агробизнес-образования, организация профессиональных проб и практик в условиях сельской школы. Разработки педагогов, прошедшие экспертизу, включается в областной банк методической продукции. Так, учитель математики награждена дипломом 1 степени в областном конкурсе методической продукции в номинации «Методическое пособие» за разработку сборник задач «Математика в сельском хозяйстве». Учитель химии и биологии стала победителем первого регионального чемпионата корпорации «Профессионалы будущего» по компетенции агрономия. В результате реализации непрерывного агробизнес-образования внедрение проектной деятельности у нас охватывает все уровни образования. На уровне начального общего образования реализация аграрной направленности осуществляется за счет интегрирования тем в рабочие программы учебных предметов. Обучающиеся выполняют проекты по технологии окружающему миру, а свои работы представляют на школьных и муниципальных научно-практических конференциях, таких как «Шаг в будущее НИОР», «Мое первое исследование» и другие. На уровне среднего общего образования в основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение открытых знаний, находятся 2 основных вида. Это проект и исследование. Подготовка и защита итогового проекта за курс основной школы предметного и метапредметного характера также нацеливает на выполнение проектов по темам сельскохозяйственной направленности. Хочется отметить, что за последние 3 года наши ученики подтверждают свои знания и умения по различным направлениям. А это 49 победителей и призеров на муниципальном уровне, 21 на региональном уровне и 2 призера на всероссийском уровне. Эффективное применение проектных исследовательских технологий на уроках и внеурочной деятельности подтверждается тем, что учащиеся школы являются активными участниками различных конкурсов, в которых занимают призовые места. В областном конкурсе «Начинающий фермер» обучающиеся выполняют проекты и представляют свои бизнес-идеи, которые награждены дипломами различных 1, 2 и 3 степени. Хочется отметить такие бизнес-идеи детей. Это переработка дикорастущего иван-чая и ягод, создание крестьянско-фермерского хозяйства по переработке мясопродуктов, вермиферма по производству биогумуса, мини-пекарня по производству хлебобулочных изделий.
Свои проекты дети представляют и на региональных научно-практических конференциях экологической направленности, где стали победителями региональной научно-практической конференции «Исследователь природы Восточной Сибири», региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса. Также заняли первое место в окружной научно-практической конференции «Будущий хозяин земли» с работой подготовка семян перца к посеву разными способами. Также в рамках разрабатывают проекты по патриотическому воспитанию. В прошлом году обучающийся 9 класса в региональном историко-краеведческом конкурсе «Горжусь тобой, мое отечество» награжден дипломом победителя и поездкой в город Брест в Республику Белоруссию. На уровне среднего общего образования обучающиеся знакомятся с профессиями сферы агропромышленного комплекса, с формированием спроса и предложений на сельском рынке труда, с конкуренцией. На данном уровне происходит подготовка обучающихся по экономике и бизнес-планированию через изучение факультативных и элективных курсов, основы предпринимательской деятельности, экономика и бизнес-планирование, введение в социологию и другие. В рамках социального взаимодействия с Заларинским агропромышленным техникумом выпускники 11 класса получают профессиональное образование водитель категории БЦ. Ученическое самоуправление также активно включилось в проектную деятельность и самостоятельно уже их сами разрабатывают. Одним из первых был проект «Школа «Мой второй дом», на реализацию которого получили 50 тысяч рублей. А выиграв грант на проект «Уголок моей мечты», облагородили школьную территорию резным палисадником. Хочется отметить, что благоустройством территории занимались ученики во время летней трудовой практики, а достигшие 14-летнего возраста трудоустраивались через Центр занятости населения. Педагогический коллектив также активно включился в проектную деятельность по реализации социально значимых проектов. Первый проект школы «Территория труда и добра» по реализации агробизнес-образования получил поддержку благотворительного фонда имени Юрия Тена. В результате построена была теплица из поликарбоната, приобретен необходимый сельскохозяйственный инвентарь. Пришкольный участок также является базой для организации практической и исследовательской деятельности, а выращенный урожай используется для удешевления школьного питания. В целях улучшения материально-технической базы за последние 3 года принимаем участие в грантовой поддержке мэра нашего района. И за последние 2 года нам получилось привлечь более 500 тысяч рублей. Некоторые проекты сейчас я вам представлю. Реализация проекта «Полив обильный, урожай стабильный» позволила на пришкольном участке установить поливочную систему, которая позволяет облегчить труд детей и осуществлять полив из теплой воды из емкости. Реализацией проекта «Социальный огород» занималась волонтерская организация «Беспокойное сердце». Они осуществляли посадку различных сортов картофеля, проводили исследовательскую работу по определению наилучшего сорта. От вырученных денег приобрели рабочий инвентарь. Проект «Агрокабинет» позволил улучшить материально-техническую базу кабинета химии и биологии, что позволяет повысить уровень проведения практических и лабораторных работ естественно-научного цикла. А также агрокабинет позволяет нам готовить участников к региональному чемпионату Junior Skills по компетенции агрономия 14+. Свои результаты проявили в первом региональном чемпионате корпорации «Профессионалы будущего», где наша ученица заняла 3-е место. Также обучающиеся 8-11 классов на протяжении 2 лет уже являются участниками регионального чемпионата Junior Skills по компетенции агрономия 14+. В этом году наша команда награждена дипломом 2-й степени в чемпионате Иркутской области по компетенции сети фермерства 14+. Проект «Агрокабинет» также позволил нам войти в реестр образовательных организаций Иркутской области по проведению профессиональных проб по компетенции агрономия, в которых приняли участие 44 обучающихся района. Созданная база позволила нам стать площадкой муниципального конкурса «Юный агроном», в котором участникам предстояло выполнить 8 заданий агротехнологической направленности. Данный конкурс реализуется в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка». Группа педагогов и учащихся
работают над проектом «Фиточай. Здоровье. Чай». За это время на пришкольном участке высажены плодово-ягодные культуры. Разработан отдел лекарственные растения, где выращиваются и собирается урожай мяты, мелисы, и душицы и других лекарственных растений. Группа участников занимается сбором дикорастущего кипрея, шиповника, клубники и боярышника. Обучающие принимают участие в сборе, переработке до упаковки готовой продукции. В целях рекламы полезных свойств фиточая проводили дегустацию на празднике поля, организовали поздравления ко дню пожилого человека, ветеранам педагогического труда, ко дню учителя. Ежегодно представляем свою продукцию на областной агропромышленной неделе, районной сельскохозяйственной ярмарке. Еще один проект – это мини-ферма по производству биогумуса. Только начинает свое развитие, но уже имеются свои результаты. Исследовательская работа «Чель старатель, производитель универсального удобрения» нашей ученицы в научно-практической конференции «Шаг в будущее юниор» заняла 2-е место. Можно отметить, что улучшилась материально-техническая база кабинета технологии за счет грантовой поддержки проекта «Мини-пекарня Колосок» для практических занятий по разделу кулинария. В текущем учебном году на базе школы состоялся первый муниципальный конкурс «Кулинарный поединок», в котором приняли участие 32 девушки из 16 образовательных организаций района. Конкурсные задания были также практикоориентированы, и все участники получили сертификаты о прохождении профессиональных проб по компетенции кондитерское дело. Наши ученицы в данном конкурсе заняли 2-е место. Материально-техническая база данного кабинета используется также во внеурочное время в рамках кружка «Золотое зернышко». Подводя итог вышесказанному, в результате включения проектной деятельности в урочную и внеурочную деятельность нам получилось улучшить материально-техническую базу школы, повысить результативность участия детей в различных конкурсах, организовать совместную деятельность между всеми участниками образовательных отношений. В 2019 году школа получила статус региональной инновационной площадки по профессиональной ориентации обучающихся в условиях сельской школы. Особенностью модели данной школы является реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка», в ходе которого урочная и внеурочная деятельность расширится новыми современными формами, конкурсами и чемпионатами профессионального мастерства. На этом, я думаю, буду завершать свое выступление. Приглашаем к сотрудничеству. Также можно посетить виртуальную экскурсию, познакомиться более подробнее на нашем школьном сайте по указанной ссылкой, кого заинтересовала данная информация. Олеся Николаевна, спасибо большое за выступление. Ваш опыт в действительности очень интересный. Хотелось бы задать вопрос. Как изменилась мотивация детей после начала реализации данного проекта? С каждым годом дети захотели участвовать в различных конкурсах, чемпионатах. То есть дети сельской школы посмотрели, что они ничем не хуже городских и могут принимать участие не только в конкурсах школьного уровня, муниципального уровня, но и в конкурсах регионального и всероссийского уровня. Сами стали инициаторами различных конкурсов. Я же сказала, что и школьное самоуправление тоже включилось в эту деятельность. Еще вот один вопрос. Много ли детей пошли именно в стезю агро? Ну, на протяжении, наверное, 5 лет отмечается, что практически 50% детей поступает в местный Заларинский агропромышленный техникум, Иркутский аграрный техникум. Есть несколько детей, которые поступили в Иркутскую аграрную академию. То есть рост у нас наблюдается, рост детей, выпускников, которые поступают выбирают это сельскохозяйственное направление.
Спасибо вам большое, Олеся Николаевна. Это в действительности был очень интересный опыт. Нам очень приятно, что вы с нами с ним поделились. Надеюсь, что мы подчеркнем для себя очень много нового, посмотрим, обратимся к вашему сайту обязательно, вашего школьного сайта. Спасибо вам огромное. Спасибо за приглашение. За участие. До свидания. Следующая монета. Значит, мы хотим слово передать нашему третьему спикеру. Это Александру Викторовичу Аверину. Александр Викторович, вам слово. Коллеги, добрый день. У нас остается не так много времени. Действительно, после такого прекрасного опыта, представленного нашими коллегами, этот опыт действительно практический. Мне хотелось бы от практики, от реальных непосредственно форм, методов, способов, средств, которые используются образовательными организациями не только и в рамках непосредственной реализации проекта, и в рамках подготовки к Олимпиадам, вернуться, наверное, к базовым таким характеристикам и вещам, как, в общем-то, теория, которую не очень-то и любят. Я хочу попросить переключиться на следующий слайд. Вот это триединая в данном случае такая модель, как потребность, мотив и цель. Когда мы говорим, собственно, о мотиве, то мы фактически, вспоминая классическую теорию деятельности, понимаем, что под мотивом мы видим опредмеченную потребность, по сути. То есть, по сути, потребность – это такое состояние нужды, условно говоря, которое стимулирует в данном случае поиск предмета и, соответственно, опредмечиваясь, выражается уже в конкретном непосредственно мотиве. И в связи с этим возникает тогда вопрос, да, какой должна быть непосредственно внешняя образовательная ситуация для того, чтобы актуализировалась именно учебно-познавательная потребность. И она должна, конечно же, при данных обстоятельствах и условиях возникнуть у наших обучающихся. То есть именно этого состояния должны достичь непосредственно они. Ну и, конечно же, сегодня те формы и те способы, которые были показаны и предложены нашими уважаемыми спикерами, вы видите, это территории самые-самые разнообразные нашей страны, это Республика Татарстан, Иркутская область и так далее. Вот, я думаю, что мы должны изначально для себя, проектируя нашу профессиональную педагогическую деятельность, определяя характер педагогического воздействия, для себя решить, какое непосредственно или какую ситуацию мы создаем для того, чтобы данная учебно-познавательная потребность, собственно, возникла и опредмечилась, допустим, и предстала уже непосредственно в виде учебного мотива. С мотивацией и мотивированием, конечно же, не все так просто. Почему? Потому что мы говорим о субъектах учебной деятельности, и они, конечно же, отличаются возрастными особенностями, психологическими особенностями. Они отличаются и рядом других аспектов. Поэтому, конечно же, даже исследования мотивации за последние 10 лет именно у обучающихся иногда приводят к даже диаметрально противоположным непосредственно показателям. То есть фактически это такой вот не очень устойчивый, может быть, да, не очень устойчивая характеристика личности в данном случае. Но на что мне хотелось бы обратить внимание, да, это, конечно же, какие мы используем средства для того, чтобы стимулировать в данном случае наших обучающихся и, соответственно, мотивировать их в процессе обучения. Покажите, пожалуйста, следующий слайд. Я, наверное, остановлюсь вот на базовых условиях. Вы можете найти их в многочисленных психолого-педагогических источниках, и хотелось бы просто-напросто обратить ваше внимание на некоторые из них. Ну, фактически условием, конечно же, развития мотивации является становление учебной деятельности как основного вида деятельности, активности наших субъектов и так далее. Именно полноценное ее формирование позволяет нам в дальнейшем создавать оптимальные условия для ее развития непосредственно уже и в более старших возрастах, особенно в подростковом возрасте. Ну и, конечно же, стимулировать ее и развитие в старшем школьном, то есть уже в юношеском возрасте. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на также использование систем поощрений и порицаний, которые в этом отношении могут создать благоприятную основу для формирования мотивации учения. Имеется в виду непосредственно грамотность, использование данных средств воздействия и так далее. Конечно же, значимость знаний, как некое овладение, наверное, смыслами, да, той
деятельности, того содержания, которое, в общем-то, может быть. И при формировании мотивации мы должны учитывать также и особенности межличностного положения, допустим, в классе конкретного обучающегося, то есть учитывать непосредственно данные моменты. Ну и ряд иных условий. Следующий слайд, пожалуйста. Данный тезис, он достаточно четко, так скажем, прослеживается и подчеркивается в работах разных ученых. И в данном случае это Аэлита Капитоновна Маркова. Какой общий путь формирования мотивации? Да? Дабы, завершив, так скажем, выступление наших спикеров, мне хотелось бы обратить ваше внимание. То есть у начинающего учиться школьника широкие побуждения, которые действительно сопровождают его активность, нам необходимо создать такие условия, чтобы была создана, собственно, или сформировалась зрелая мотивационная сфера. Чем она отличается? Она отличается устойчивой структурой, то есть доминированием и преобладанием отдельных мотивов и, соответственно, избирательностью этой структуры, что создает и определяет индивидуальность непосредственно личности. Буквально несколько минут о том, как же достичь тогда вот этой устойчивости и так далее. Все мы с вами помним, что мотивационные тенденции возникают у нас при переходе уже в младший школьный возраст, и мы говорим о том, что мы можем отчасти даже каким-то образом оценивать в качестве определенных ведущих, так скажем, мотивов. Но в целом я хочу обратить ваше внимание, что именно ситуация обучения создает условия для того, чтобы эти мотивы стали в структуре ведущими, то есть доминирующими. А в конечном итоге, если вспомнить развитие личности, именно доминирующие мотивы могут как раз образовать вот тот сплав, который в конечном итоге будет определять уже в целом направленность личности как таковой. А это уже свойство личности более уже зрелого, так скажем, взрослого непосредственно ученика. Более подробно о психолого-педагогических технологиях вы сможете узнать в презентации, которые будут непосредственно размещены по окончании семинаров. Да? Но я вижу, что у нас есть вопрос. Давайте мы посмотрим. Может, я прослушал, сколько процентов детей стали фермерами? Поскольку я тоже присутствовал на выступлении Олеси Николаевны, до 50%. То есть она говорила о том, что выпускники выбирают непосредственно профессии, связанные с данным направлением деятельности, и затем уже свою жизнь строят непосредственно в этой стезе. Уважаемые участники, наше время подошло к концу, к сожалению. Хотелось сказать, конечно же, достаточно много, но формат не позволяет нам этого сделать. Если у вас останутся вопросы, вы можете также их написать. Второй вопрос появился. Давайте, у нас несколько секунд буквально остается. А какие формы порицаний можно использовать сегодня педагогу? Вопрос открытый, вопрос очень животрепещущий в данном случае. Поскольку у нас времени заканчивается, я обязательно на него отвечу. Я благодарю вас за участие в нашей встрече. Всего доброго.